Открытие школы доверяют самым главным виновникам торжества – детям. Сегодня в Малгобеке праздник, ведь этого момента здесь ждали уже давно. Повсюду разноцветные шары, музыка, а на лицах неподдельная радость. Долгожданная школа наконец-то готова принять своих учеников. Самые маленькие для всех собравшихся подготовили песни и стихи. Я скажу вам по секрету, много в мире разных школ, но я верю, что вот в этой будет очень хорошо. Поздравить школьников, родителей и весь педагогический коллектив приехал глава региона. Выступая перед собравшимися, Юнусбек Евкуров подчеркнул, теперь, когда у педагогов есть все условия, необходимо вывести образование на новый уровень. Ну а самим школьникам брать пример с достойных представителей нашей республики, с выпускников этой школы. Новая школа, она дает и возможности по-новому подходить к учебе. Ну и самое главное, конечно, для детей, для педагогов огромное удобство. Мы здесь дальше будем смотреть, как развивать эту школу, как совершенствовать, в том числе, чтобы подрядчик выполнил свои гарантийные обязательства. Но уже одно ясно и понятно для нас, для всех, с учетом сдачи этой школы и других школ, все это приурочено к 25-летию республики. И к этому празднику мы относимся более чем серьезно. Это юбилей очередной юбилей нашей республики, молодой республики. И, конечно, если мы открываем такие школы, хотелось бы, чтобы дети тоже взяли на себя обязательства. И чтобы к концу учебного года у нас было больше, не 25, а 250 отличников. Реализация таких проектов, как строительство школы, модернизация образования, говорит о наступательном, динамичном развитии нашей республики. Мы надеемся, мы старшие надеемся, что вы будете достойными тех кого мы называли сейчас великих, больших сынов нашего ингушского народа. Хочу вас еще раз поздравить с этим праздником. Вы нас не подводите. Бизнесмен Мухарбек Аушев специально прилетел к открытию новой школы. Старую альма-матер, которая находилась здесь же рядом, он хорошо помнит, ведь отучился там 10 лет. В этом году школе исполняется 55 лет. Старое здание по поручению главы региона скоро снесут, и на его месте появится спортивный стадион. Упустить такое событие просто не мог, говорит Мухарбек. Бизнесмен обещает внести и свой скромный вклад в развитие новой школы. Я вас от души поздравляю, желаю вам всяческих успехов. И так как впереди будущее ваше будет связано с интернетом, с электроникой, и сегодня молодежь, действительно молодежь, зарабатывает огромные деньги в мире, которые владеют интернетом, компьютерной техникой. Поэтому я обещаю вам, что к 1 сентября у вас будет компьютерный класс. Давайте благодарим. К сожалению, на этом торжестве не смог поприсутствовать другой выпускник Тимаев Эльбрус Богданович, который является серьезным бизнесменом в Казахстане. И он попросил меня передать, что он обеспечит нашу школу спортивным инвентарем. Я вам желаю хорошей учебы. Только хорошая учеба позволит вам в этой жизни стать на ноги, помогать близким и родителям. И вот, наконец, символический ключ в руках директора школы. Вот он, символический ключ от вашей школы, от вашего нового дома. С праздником, с новосельем! Глава региона лично обошел все этажи новой школы и пообщался с учащимися, а на уроке английского языка попросил школьников блеснуть знаниями иностранного. To be engineer, I must have a good knowledge of physics, mathematics, geometry. I will study in MBSU in Moscow. Если раньше детям приходилось учиться в маленьких кабинетах старой школы и учиться в 2 смены, то новое трехэтажное здание рассчитано на более 700 мест и будет только 1 смена. Большие просторные классы, укомплектованные в соответствии с современными требованиями, просторные актовые и спортивные залы, где с большим удовольствием школьники уже окунулись в занятия. Ну а сердце самой школы, библиотека, расположилась на 3-м этаже. Здесь около 20 000 экземпляров книг.
садик, начиная от мировой литературы и заканчивая классикой. Школа очень просторная, все условия для того, чтобы учиться, все ученики под большим впечатлением, конечно, не сравнится с тем, что было раньше. Мы очень рады, что нам построили такую большую школу, и я благодарю Юнусбека Мамадгаревича за эту школу. У Фатимы Катиевой в этой школе учатся 2 девочки. Женщина очень рада, что теперь может со спокойной душой отпускать детей в школу, зная, что им не придется возвращаться поздно после 2-й смены. Тем более теперь есть время и условия для дополнительных занятий. Раньше было очень тяжело, школа была маленькая, старая, постоянно приходилось делать ремонты. Во дворе после дождя стояли дожди, лужи, было тяжело детям проходить. А сейчас очень небольшая школа, просторная. И учителя, и дети очень рады. Полностью оборудованные по последнему слову педагогической науки учебные кабинеты математики, истории оснастили всем необходимым для проведения лабораторных работ и кабинеты химии и физики. Здесь все предусмотрено для развития детей и их безопасности. Преподавательский коллектив будет успешно работать, добиваться высоких результатов. И хочется сказать, что будущим детям, будущим выпускникам есть на кого равняться. В школе делают акцент на то, чтобы учащиеся проводили свое время с пользой. И детям придется оправдать доверие не только директора и преподавателей, но и своих родителей. Ведь для этого у них есть все возможности. Светлана Томова, Сурхок Усиев. Новости 24.